Здравствуйте, ребята! В эфире новости за школьной партой. Всем привет! Соскучились по нам? Надеемся, что да. Ведь сегодня мы вам покажем интересные события, которые прошли в нашем городе. Ну что, начнем? Рома, как ты понимаешь значение слова «толерантность»? Так, надо подумать. Я думаю, что это любовь, взаимопонимание, терпимость к людям. Ты абсолютно прав. Недавно в городском дворце культуры прошла агитбригада под названием «Толерантство». В ней участвовали школы нашего города. Давай посмотрим сюжет. Во Дворце культуры на днях прошел конкурс, или так называемая агитбригада «Толерантство». Вся страна отмечала этот праздник. Многие школы нашего города принимали участие в этой агитбригаде. Соревновались участие 7-8 классов. Несмотря на соперничество, ребята оставались такими же добрыми и желали удачи своим соперникам. Для начала была представлена визитка. Мы веселые, энергичные, активные и творческие. Мы дружные ребята, надежные друзья. Скучать вам не позволят открытые сердца. Затем конкурсы. Ребята составляли слова из букв, угадывали пословицы, находили выход из данной им ситуации. А также был конкурс «Хороший» – добрые пожелания соперникам и смотрящим. Затем было представление плакатов. У всех они были разные, но зато такие красивые и радужные. Здесь изображены люди разных народов. Все мы разные, но смысл в единстве. Также самый последний – это творческий конкурс, где ребята станцевали народные танцы, как, например, 5-я школа станцевала татарский танец. 8-я школа представила свой номер. Так, они пели песни на разных языках народа. Были и русские народные танцы. Мы поздравляем победителей и призеров. Гузель, а что ты знаешь о слове «баттл»? Я думаю, это заимствованное слово, которое означает битву или состязание. И еще это существительное. А почему ты спрашиваешь? Да я совсем не про то. Я просто хотел намекнуть, что среди школьников проходят творческие вечера в виде баттлов. Я думаю, это было очень интересно. Об этом нам расскажет наш новый корреспондент Яна Николаева. Сегодня мы с вами находимся в школе номер 11 города Канаш, где между учащимися 7 и 8 классов проводится конкурс «Осенний баттл». 4 команды конкурсантов погрузились в атмосферу состязания и осеннего настроения. Ребята были яркие, веселые, радостные, и каждый из команд с трепетом ожидал призового места. Ученики долго готовились к этому конкурсу, который проводится в этой школе впервые. Галина Владимировна, ваши конкурсанты очень хорошо подготовились. Кто им ставил танцы? В основном танцы ставили сами дети. Инициатива полностью ихняя. Младшим классам, конечно, особенно пятиклассникам помогали классные руководители и старшеклассницы, волонтеры школы. Первым конкурсом было состязание команд за прохождение в следующий этап. Все номера были разные, и каждый из них был по-своему уникален. Вторым этапом было соперничество командиров оставшихся команд. Все девочки были отлично подготовлены и показали свое прекрасное мастерство в баттле. В завершающий этап конкурса вышли 2 команды, командиры которых должны были показать импровизированный танец. И вот тут уже жюри пришлось нелегко. Среди них возникли разногласия. Кого же признать победителем? Команды боролись за достоинство, не уступая друг другу, в результате чего жюри так и не смогло выделить одного победителя. Первое место поделили обе команды. Все остались довольны от прошедшего вечера. Девочки, а как вам сегодняшний праздник? Просто супер. Отпад, мне понравилось. На какое вы место рассчитывали, а какое получили? Мы рассчитывали на первое место и, конечно же, его получили. Конечно, победа – это, может быть, для кого-то главное, но мы что-то 50 на 50 для первого места. То есть мы и решали его, и хотели его получить, но мы его, конечно, получили. Мы думали либо первое, либо второе. В общем, все было класс, и мы рады, что у нас первое место. Было принято решение в дальнейшем проводить такой конкурс каждый год. С вами была Николаева Яна. До скорой встречи!
Сердечные слова поздравлений были посвящены любимым мамам. Дети с радостью рассказывали о своих любимых. Насколько сильно ты любишь свою маму? Я люблю ее очень сильно. Она моя самая любимая, умная, чтобы она никогда не болела, чтобы не ругалась. Охарактеризуйте свою маму одним словом. Хорошая, красивая, добрая, заботливая. Мама хорошая, мама поздравляем. Мама умная, мама поздравляем. Как зовут твою маму? Таня. Что ты можешь рассказать о ней? Она добрая, красивая, умная, заботливая. А что она готовит тебе? Она готовит разные полезные блюда. Моя мама зовут Наталья, она добрая, трудолюбивая, хорошая. Мою маму зовут Надежда, она добрая, трудолюбивая, красивая, замечательная. Я ей желаю здоровья, счастья, чтобы она никогда не болела и всегда была радостная. Пели песни, танцевали и читали стихи. Мамы и бабушки за время концерта успели и хорошо посмеяться, и прослезиться от очарования детей и внуков. Что для вас праздник День матери? Ну, я сама мать, бабушка, и поэтому для меня это, в общем, такой счастливый день. И я хочу, чтобы в этот день были все дети мира здоровы, сыты, счастливы, чтобы во всем мире не было на самом деле войны. И чтобы дети были все счастливы. Расскажите, пожалуйста, смешную историю, связанную с вашим ребенком. В детском саду им дали рисовать домик, и там детишки играют. Он домик нарисовал, а детишек нет. Воспитательница спросила, где детишки. Он сказал, они в домик зашли. Вот так весело и мило прошел праздник, посвященный любимым и родным мамам. А я желаю всем мамам и бабушкам, чтобы дети радовали каждый день. Вот и подошел конец нашей передачи. Надеемся, что она вам понравилась, и скоро мы с вами увидимся. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Пока.